Бог обращается к вам сегодня, в эту новую неделю. Она будет полна удивительных и прекрасных благословений, которые принесут в вашу жизнь чудесные перемены. Посмотрите это видео, если вы верите в Бога. Вы испытаете настоящую любовь, богатство и крепкое здоровье, которые принесут вам огромную радость и счастье. Вы вступаете в сезон чудес, когда вы будете одерживать одну победу за другой. Ты дорог мне. Я люблю тебя. Напишите «Я люблю тебя, Бог». Вы получаете послание через божественную связь. Подпишитесь на наш канал, чтобы поддерживать эту связь и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Сегодня я посылаю ангелов, чтобы они помогли вам справиться с долгами и счетами и защитили вашу семью от опасности. Вы не одиноки, и я обещаю быть с вами на каждом шагу. Если вы досмотрите это видео до конца, Бог пошлет вам чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы могли процветать и преуспевать во всех сферах своей жизни. Пусть это послание глубоко затронет ваше сердце, принесет вам надежду, силу и обновленную веру. Верьте в Бога, ибо это вечный Бог, который рад обильно благословить вас. Заявите вместе со мной: «Бог, я отдаю Тебе все свои заботы, проблемы, страхи и неуверенность. Пожалуйста, дай мне силы, направь меня и помоги мне видеть все ясно. Сегодня я открыт для получения изобилия любви, исцеления и добра, которые принадлежат мне по праву». Напишите «Я открыт для получения этого», чтобы подтвердить это. Я верю в удивительное исцеление всей моей семьи и верю, что чудеса произойдут тогда, когда мы в них больше всего нуждаемся. Иисус говорит, что в вашу жизнь придет чудесное благословение, благодаря которому ваше финансовое положение быстро улучшится, и вы сможете без проблем оплачивать свои долги и счета. Будьте уверены, ведь я уже действую в ваших интересах. Я изменю любую негативную ситуацию, благословлю вас и ваших близких и исцелю вашу боль. Не забывайте о вере, ведь Бог на вашей стороне. Чудеса грядут, и ваша жизнь скоро станет лучше. Бог любит вас безусловно и безгранично, какие бы ошибки вы ни совершили. Как пастух заботится о своих овцах, так и Бог заботится о вас. Он приведет вас к мирным и радостным переживаниям. У Бога есть планы на вашу жизнь, которые больше, чем вы можете себе представить. Поэтому доверьтесь Ему и Его совершенному плану. Напишите «Я доверяю Его плану» и знайте, что Он способен сделать невозможное возможным, принести свет во тьму и исцелить ваши раны. Для тех, кто испытывает финансовые трудности, знайте, что вы станете невероятно процветающими, и деньги будут приходить к вам без усилий, даже не прилагая к этому усилий. Вы – драгоценные дети Бога, и Он хочет осыпать вас обильными благословениями. Господь говорит: «Дорогое дитя, сентябрь будет месяцем изобилия, благословений и возможностей для тебя и твоей семьи». Бог благословит тебя всем, чего ты желаешь – работой, деньгами, машиной и любовью. Знай, что Бог закрывает старые двери и открывает новые, чтобы принести тебе судьбоносные благословения. Ваше финансовое положение улучшится, а финансы,
отношения и здоровье станут лучше, чем когда-либо прежде. Если вы досмотрели этот ролик до конца и в последнее время сталкивались с денежными проблемами, повторите за мной. Я благодарен за те деньги, которые у меня уже есть, и открыт для получения новых. Мой банковский баланс будет переполнен большим количеством денег, чем я могу себе представить. На этой неделе я манифестирую миллионы долларов, которые решат все мои финансовые проблемы. Напишите «Я изобилен и успешен» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Он тот, кто исцеляет, восстанавливает и спасает, дает силу измученным и надежду тем, кто чувствует себя безнадежным. Если вы страдаете физически, эмоционально или духовно, Бог может полностью исцелить вас. Он может исцелить любую рану и исправить любое разбитое сердце. Просто попросите Его о помощи, и Он будет рядом с вами. Он благословит вас и вашу семью лучшей жизнью, исцелит все ваши раны и превратит ваши неудачи в невероятные возвращения. Доверьтесь Ему, и Он никогда не подведет вас. На этой неделе ожидайте улучшений в здоровье, работе, бизнесе, отношениях и финансах. Бог пошлет вам чудо, которое избавит вас от всех забот. Будьте готовы получить бесчисленные благословения, которые принесут вам улыбки и финансовые прорывы. Будьте готовы к чудесным событиям, которые Бог запланировал для вас. Это ваше время восстановления. Напишите «Я принимаю», чтобы получить эти благословения. Бог восстановит все, что враг отнял у вас, включая мир, процветание и цель. Когда Бог на вашей стороне, всегда есть надежда на ближайшее будущее. Приготовьтесь к изобилию благословений, большим улыбкам и финансовым прорывам. Как ваш Бог создал мир всего за 6 дней и отдыхал на 7-й, так и вы можете довериться моей силе, чтобы мгновенно изменить вашу жизнь. Я устраняю все, что угнетает вас, перевожу вас от боли, борьбы и нехватки к исцелению, легкости и изобилию. Двери, которые открываются для вас, приведут вас туда, где вы больше не будете бороться, занимать и просить. Брак вашей мечты станет реальностью не благодаря вашим собственным усилиям, а по милости и любви вашего Небесного Отца. Вместо того, чтобы просить вас стараться изо всех сил, Бог хочет, чтобы вы еще больше доверились Ему, переключив свое внимание с попыток на доверие. Ваша жизнь преобразится. Напишите «Я верю», если вы верите Богу. Это говорит о том, что вы больше не будете плакать из-за проблем, потому что Он ответил на все ваши молитвы. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, Бог будет бороться за вас с вашими врагами и принесет вам победу. Бог с вами и всегда будет рядом, заботьтесь о ваших проблемах. Если я на твоей стороне, то неважно, кто против тебя. Ты мой сын, ты моя дочь, и я всегда буду с тобой. Когда вы почувствуете, что вас переполняет печаль и глаза наполняются слезами, вспомните эти 3 вещи вместо того, чтобы беспокоиться. Теперь поговорите с Богом о своих нуждах и поблагодарите Его за все, что Он сделал для вас и вашей семьи. Будьте смелыми и сильными, потому что Бог, сотворивший мир, способен дать вам силы и помочь преодолеть любое препятствие.
Любая негативная ситуация в вашей жизни изменится, а вы и ваши близкие получат мои благословения и исцеление. Самые важные отношения, которые вы можете иметь, это отношения с Иисусом Христом. Он может исцелить даже самые разбитые сердца и успокоить самые глубокие раны. Вы были верны Богу, и Он будет верен вам. Доверьтесь Ему, и вы увидите, как Его обещания исполняются в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы сказали: «Теперь я знаю, каково это – быть вдали от Бога». Я помню, когда у меня не было отношений с Ним, моя жизнь была несчастной, у меня не было ни надежды, ни направления. Но потом я встретил Иисуса, и все изменилось. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня, и за то, что ты смотришь на меня своими любящими глазами. Напишите «Спасибо, Господи», если вам это было нужно. Господь говорит: «Я прошу Тебя, по богатству Твоему в славе, обеспечить все мои нужды Твоей сверхъестественной благосклонностью». Я заявляю, что эта неделя принесет прорывы, благословения и изобилие. Я благодарен за Твою любовь, милость и благодать. Я доверяю Твоему плану для моей жизни и с волнением ожидаю, что Ты сделаешь дальше. Когда я прихожу к Тебе в молитве, Ты даруешь мне мир, превосходящий всякое разумение, исцелишь мое тело, разум и душу и обильно благословляешь меня. Без всякой меры, с какими бы трудностями вы ни столкнулись, я могу принести счастье в вашу печаль и мир в ваши заботы. Просто придите ко мне, и я буду рядом с вами. Как праведный Бог, я не позволю нечестивым одержать победу над праведными. Верьте в меня, я буду вести за вас ваши битвы, если вы всегда будете предаваться Ему. Всегда помните, что истинная вера – это восхваление Бога в трудные времена, доверие Ему в сложных ситуациях и следование за Ним в самые темные времена. Напишите: «Я всегда следую за тобой». Вы вступаете в новую мощную главу своей жизни. Вы пережили худшее и движетесь к лучшему. Я горжусь вами. Я благословляю многих людей, радуюсь их успехам и процветанию, но мне больно, когда они забывают обо мне и присваивают себе мои достижения. Помните, что именно я даю вам силы, мудрость и возможности для достижения успеха. Поэтому, когда вы достигаете успеха, выражайте мне благодарность, признавайте мою роль в вашей жизни. Оставайтесь рядом со мной, и я буду продолжать благословлять вас и вести к вашей судьбе. Дорогие мои дети, я хочу, чтобы вы любили своих врагов и делали добро тем, кто вам неприятен. Это может показаться трудным, но это очень важно, если вы хотите прожить благословенную жизнь. Помните, что даже если вы совершаете ошибки, Бог все равно любит вас, хочет вас и поможет вам. Напишите «Я принимаю твою помощь, Отец», чтобы заявить об этом. Бог говорит сегодня, что негатив будет удален из вашей жизни, и вы испытаете изобилие в потоке. Поверьте мне, когда я говорю вам, что вы обретете большее счастье, чем когда-либо прежде. Да, часы, вы будете направлены на правильный путь, окружены правильными людьми, и перед вами откроются правильные возможности. Если вы начнете молиться, то увидите положительные изменения в своей жизни.
Вы вступаете в период изобилия благословений и безусловной любви, когда все будет складываться в нужное время в вашу пользу. Положитесь на Бога, ведь скоро вы получите неожиданный всплеск возможностей и благословений, которые навсегда изменят вашу жизнь. Я превращаю вашу боль в силу, а трудности – в благословение. У меня есть невероятный план для вашей жизни, план, который принесет вам процветание, исцеление и избавление от стрессовых ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы будете продолжать просить, искать и стучать, Бог ответит и направит вас. Я молюсь о том, чтобы Господь был благосклонен к вам, чтобы Он защитил вас под Своей любящей заботой. Молитесь Богу открыто, полностью доверяя Ему, избегая страха и неуверенности на всем пути. Дорогой Бог, если на то будет Твоя воля, приди в мой дом и избавь нас от всех забот и тревог. Пожалуйста, позаботься и исцели мою семью. Завтра произойдет нечто неожиданное, что избавит вас от грусти, депрессии и финансовых трудностей, заменив их надеждой, радостью и изобилием. Напишите 777, чтобы получить это. Господь Иисус говорит, что в ближайшие 12 часов будьте готовы получить большие благословения в виде любви, денег и крепкого здоровья. Вскоре на ваш банковский счет поступит крупная сумма из неожиданных и неизвестных источников. Готовы ли вы? Господи, когда другие сомневались во мне, Ты ободрял меня. Когда на меня нападали, Ты учил меня бороться. Когда меня обижали, Ты учил меня прощать. Теперь, когда они видят меня, они видят Тебя. Сегодня я стою перед вами с сердцем, полным хвалы и благодарности. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для меня, и за то, что Ты смотришь на меня любящими глазами. Господи, помоги мне знать, что Ты со мной, что Ты видишь и слышишь меня, что Ты заботишься обо мне и любишь меня. Если Ты болен, я обличаю причину Твоей болезни и заявляю, что Ты исцелен силой Святого Духа во имя Иисуса. Всегда радуйтесь о Господе, в какой бы ситуации вы ни находились. Доверьтесь Господу и начните прославлять Его за Его благодеяние, и вы обретете бесконечный мир. О чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы уже получили это, и оно будет вашим. Библия учит нас, что без веры угодить Богу невозможно. Обращаясь к Нему, мы должны верить, что Он существует и что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его. Иногда достаточно просто помолиться, отдать все в руки Божьи и отпустить, когда уже ничего не остается. Тогда Он начинает творить чудеса в нашей жизни. Напишите 999 слов, чтобы подтвердить, что Бог говорит сегодня. Когда вам грустно, Бог обнимет вас. Когда вы плачете, Он осушит ваши слезы. Когда вы будете сломлены, Он восстановит вас. Бог – прибежище твое, и никакая беда не постигнет тебя, никакое несчастье не приблизится к тебе, ибо Он пошлет ангелов своих охранять тебя на всех путях твоих. Когда ваше сердце нуждается в товарищах, идите с Богом. Когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким, доверьтесь Богу. Когда вы полностью отдадите себя Богу, Он позаботится обо всех ваших нуждах. Повторите: «Теперь, когда мне грустно и одиноко, Бог
– мой источник радости и утешения. Когда я слаб и беспомощен, Бог дает мне силу. Знаете ли вы, в чем заключается существенное различие между Богом и людьми? Бог дает, прощает и продолжает давать, а человек приобретает, забывает и снова приобретает. Иисус однажды сказал: «Тот, кто слушает мое учение и следует ему, мудр, как человек, построивший свой дом на твердом основании». Да, я дверь. Кто войдет мною, тот спасется, будет свободно входить и выходить и найдет обильное пастбище. Стрессовая ситуация, с которой вы столкнулись, скоро закончится мирно и с удовлетворением. Я собираюсь заменить все ваши стрессы, тревоги и разочарования вечным покоем. Бог уже сделал так, что вы успешно преодолеваете все трудности, с которыми сталкиваетесь в жизни. Нам нужно подняться и использовать Божье учение для укрепления нашей победы. Не бойтесь, потому что я с вами. Не теряйте надежды, потому что я ваш Бог. Я дам тебе силу, помогу тебе и поддержу тебя своей праведной силой. Напишите 22:22, если вы верите. Бог говорит, что скоро у вас будет другая история, история исцеления, успеха, здоровья, изобилия, процветания, любви, счастья, мира и великой радости. Когда вы столкнетесь с трудными ситуациями, я буду с вами. Когда вы столкнетесь с трудными временами, вы не будете подавлены. Полностью доверяйте Господу и полагайтесь не только на свое понимание. Ищите Его руководство во всем, что вы делаете, и Он сгладит ваш путь. Вы терпеливо ждали, плакали, молились и упорствовали. Скоро в вашей жизни появятся благословения и прорывы. Следующее событие, которое Бог совершит в вашей жизни, будет настолько значительным, что им воспользуются ваши дети и внуки. Когда вы будете проходить через сложные обстоятельства, вы выйдете из них невредимыми, вы не будете поглощены. Давайте с уверенностью подходить к престолу Божьей благодати, чтобы получить милость и найти благодать, которая поможет нам, когда мы в ней нуждаемся. В ближайшие 72 часа вы получите неожиданные финансовые благословения, которые навсегда изменят жизнь вашей семьи. Вы сможете расплатиться с долгами, купить дом своей мечты и обеспечить своих близких так, как раньше было невозможно. Когда вы молитесь, пригласите Бога в свой дом, попросите избавить вас от забот и проблем, попросите защиты и исцеления для вашей семьи. Чудеса в изобилии текут в вашей жизни, и их невозможно остановить. Следующие 3 дня будут наполнены удивительными благословениями, необыкновенными событиями и прорывами, превосходящими ваше воображение. Бог разрушает все негативные шаблоны, которые сдерживали вас. Вы вступаете в новый сезон свободы, изобилия и процветания. Что бы ни замышляли против вас враги, всегда помните, что Господь Бог на вашей стороне, защищает и направляет вас. Напишите: «Бог защищает меня». Иисус говорит, что Бог заберет всю вашу боль, заботы и проблемы, заменив их здоровьем, счастьем и внутренним миром, превосходящим разумение. Бог активно посылает чудеса, благословения и улучшения специально для вас.
Он хочет, чтобы вы испытали исцеление и восстановление в различных сферах своей жизни. Помните, что у вас есть Небесный Отец, который является вашим главным кормильцем. Он очень любит вас и хочет для вас самого лучшего. Доверьтесь Ему и верьте, что Он сдержит свои обещания. Вы не одиноки в своих трудностях, потому что Бог рядом с вами, готовый дать вам силу и поддержку, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Вас очень любят и ценят. Будьте уверены, что я всегда буду рядом, чтобы радоваться вашим победам и утешать вас в минуты печали. Сегодняшний вечер знаменует собой конец ваших слез, тревог и тягот. Божья рука восполняет упущенные возможности и потерянное время, принося в вашу жизнь благословение и изобилие, крепкое здоровье, радость и счастье. Дорогой Небесный Отец, я чувствую сердцем, что Ты можешь существовать, но мой разум наполняет меня сомнениями. Пожалуйста, помоги мне найти путь к Тебе. Мое сердце жаждет знать, что Ты со мной. Открой мои уши и глаза, чтобы распознать признаки Твоего присутствия. Я жажду ощутить любовь и мир, которые приходят от знания Тебя. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит, что с верой в силу Твоих глаз Ты увидишь, как невозможное становится явью, ибо все возможно для Тебя. Мой Святой Дух каждое утро и вечер убеждает тебя и призывает твое внимание, чтобы ты не отвращал свое сердце от негативных мыслей или идей неверия, которые только порождают уныние. Я не устаю слушать вас и не устаю от того, что вы снова и снова обращаетесь ко мне, потому что такова вера. Вы верите, вы просите, вы упорствуете, вы снова просите. Придите к моему слову. Читайте мои обещания и произносите их вслух. Продолжайте верить. Ибо я знаю, что тебе нужно, но ты должен быть начеку, потому что враг твой не успокаивается и стремится заставить тебя забыть о вере, отвлечь тебя и наполнить заботами, которые могут заставить тебя потерять ее среди стольких бедствий. Отвергайте тех, кто обвиняет вас в отсутствии веры. Вам нечего доказывать кому бы то ни было, ваше сердце чисто, и вы преданы мне. Опирайтесь только на мое слово. Относитесь к людям с любовью и исполняйте мои заповеди. Помогайте нуждающимся, и все благословения, о которых вы просили, придут одно за другим, принесут свободу, изобилие и процветание, как материальное, так и духовное. Вы выйдете из своих долгов и никогда к ним не вернетесь. Не становитесь рабом коллекторов. Не общайтесь с нечестивцами, которые стремятся только навредить другим. Не отдавай свои сбережения в корыстных целях и не прыгай с работы на работу в поисках ложного оазиса, где, как говорят, идут денежные дожди. Все, в чем вы нуждаетесь, я вам обеспечу. Верьте в меня, и вы увидите, как все придет в свое время. Бог говорит: будь смел и усерден в своем деле, и где бы ты ни был, я благословлю тебя. Дело не в удаче, поэтому не надейтесь на свои силы. Ваша победа уже одержана. Ключ, отпирающий дверь, – это ваша вера. Отдайте мне свое сердце. Держись за мои обещания и каждый день благодари за то, что у тебя есть.
хорошо относитесь к людям и приходите ко мне в хвале и поклонении вместе со своими братьями и сестрами. Будьте тверды в том месте и времени, в которое я вас поставил. Просите с верой, и я изолью на вас обильные, сверхъестественные благословения. Это может показаться вам невозможным, но чудо, о котором вы просите меня, свершится. Я тот, кто дает вам жизнь и может дать вам здоровье. Золото и серебро мои, и небо и земля трепещут при звуке моего голоса. Небесные фонтаны откроются, и вы увидите обильное благословение на вас. Я могу заставить вас найти пропитание и работу там, где вы и представить себе не могли. Я могу изменить мнение тех, кто смотрел бы на вас свысока, и преобразить сердце и умы. Для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Вам придется встать и идти с верой, если вы действительно хотите мне верить. Времени на игры больше нет. Поговорите со своей семьей и скажите им, что настало время завидовать тому, что есть у вас со мной. По окончании этой молитвы поделитесь ею с 5 людьми. Донесите это послание до большего числа людей. Отправьте его 5 своим друзьям из контактов в WhatsApp. Не разрывайте эту цепочку, эту цель. Я верю в вас, я верю в вашу силу и вашу способность изменить мир вокруг себя. Если ваша вера сильна, напишите «Я разделяю Бога». Молитесь и читайте мое слово всем сердцем. Вы будете искать меня. Иногда люди оскорбляли вас, говорили, что вы человек без таланта и будущего, пытались опустить вас, кричали, что вам нет места в этом мире. Но каково же будет их удивление, эта земля была создана для вас. У вас есть мое одобрение и моя власть. Я дал вам ключи веры, вы имеете доступ к моему небесному престолу. Вы рождены для триумфа, вы подобны величественному орлу, и вам суждено парить высоко. Держитесь подальше от тех, кто попирает вашу веру, они подобны тем, кто игнорирует меня и отбрасывает дары, которые я даю им, отворачиваясь от меня. Я уже благословил вас столь великими духовными благами. Вы сидите рядом со мной на небесных высотах. Я покрыл вас своей мантией святости, и даже враг боится вас, потому что знает, с кем ему придется столкнуться. Вы находитесь в этом мире, чтобы служить мне, приносить плоды, видеть свою семью благословенной и самому быть наполненным счастьем. И в хорошие, и в плохие времена ты будешь верить мне и слушать меня, потому что знаешь, что моя цель и мое предназначение всегда для твоего благополучия и процветания. Мы с вами так близки, что вы чувствуете и знаете, что в вашем сердце происходит нечто сверхъестественное, божественное и чудесное. Ваши глаза открываются на обещания, о которых вы и не подозревали, и перемены прокладывают путь к грядущему дню. Чудо, которого вы ждете, уже наступает. Исполнитесь радостью, ибо вас ждет еще более прекрасное. Напишите «Я люблю Тебя, Господи», чтобы быть благословленным, ведь вы зашли так далеко. Поделитесь этим сообщением, чтобы изменить чей-то день, и подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в вере. Пусть Бог всегда будет с вами. Если вы хотите и дальше быть благословленными, не медлите ни секунды.
Немедленно нажмите на один из этих роликов и получите бесконечные благословения с небес. Да пребудете вы в мире Господа Иисуса, и до следующего видео.